Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Кайрат Осмоналиев, профессор, доктор юридических наук, и был проректором дипломатической академии вы, да? Да, были? 6 лет. Вот, поэтому имеете отношение к внешней политике. И вот совсем недавно, 1 мая, временно поверенный Кыргызстана в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакыт Юсупов сделал достаточно серьезное заявление по карабахскому вопросу. Да? Вы автор книги по Карабаху, да? «Правовые и политические аспекты Нагорно-Карабахского конфликта». Как вы считаете, вовремя это сделано, принципиально правильно, и как насчет вовремя? Ну, я чуть-чуть напомню, вернусь чуть назад. Буквально в 2017 году, 3 года назад, 1 марта, было в Исламабаде заседание, одно из заседаний ОС, Организации экономического сотрудничества. Это такая организация, которая вот страны, скажем так, условно разделяющие ценности исламского мира, объединяет. Значит, там Кыргызстан, делегация Кыргызстана отказалась подписывать 20-й пункт декларации в Исламабаде, который как раз-таки гласил о том, что страны, которые участвуют, соответственно, выражают свою обеспокоенность, свой протест, можно сказать, по поводу конфликтов в регионе и, в частности, по нерешенному карабахскому вопросу. Да? И, понятно, что эта позиция, 20-й пункт, он продвигался азербайджанской стороной, поскольку для меня, как для исследователя, я проходил официальную стажировку в Азербайджанской дипломатической академии. Кстати, один из ведущих вузов мира, наверное, входит в 5 вузов мира в дипломатической сфере. И изучив очень много источников, пообщавшись с теми людьми, которые принимают решения в этой сфере, которые участвовали в этом конфликте с азербайджанской стороны, для меня стало понятно, конечно, то, что 4 резолюции Организации Объединенных Наций в 93-м году, когда была самая такая активная фаза вторжения. Военные действия были, да? Даже не военные действия, а вторжения, оккупации, значит, армянских сепаратистов и, значит, вооруженных сил со стороны Армении, Армянской республики. Значит, соответственно, было 4 резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, где четко, черным по белому написано, что ООН не поддерживает, не то что не поддерживает, категорически осуждает оккупацию вот этих вот районов Азербайджана. И, соответственно, 20-й пункт этой декларации тоже был в духе этих же самых резолюций, которые Кыргызстан поддерживает, естественно, будучи страной, членом организации ООН. И, соответственно, мы отказались. И это был такой легкий шок, скажем так. Видите, да? То есть мы сейчас видим такой некий разворот, пируэт. То есть мы вроде поддерживали с 1993 года. В 2017 году мы резко на 180 градусов меняем свою позицию, которая вызывает и недоумение, и разочарование, и разные, скажем так, мнения, да, о нашей внешней политике. И сейчас вот буквально мы снова активно начинаем поддерживать Азербайджан по вопросу Нагорного Карабаха. Видите, какой разворот? На самом деле во внешней политике такие пируэты, они не вызывают, скажем так, уважения и не прибавляют солидности стране. То есть всегда должна быть, турухту, да, саясат, да? То есть должна быть последовательная, достаточно консервативная, выверенная внешняя политика у любого государства. Если она начинает шарахаться, так сказать, с одной крайности в другую, то это говорит о том, что это конъюнктура. Ну, я могу, как исследователь вообще вот этого вопроса, значит, могу сказать, что буквально недавно началось заметное, ну, скажем так, охлаждение российско-армянских отношений. Вот, Россия ввела санкции в отношении ряда высокопоставленных
чиновников судебной правоохранительной системы Армении, да, там, в отношении генерального прокурора, в отношении начальника там, Следственного комитета, председателя какого-то высшего совета при Верховном суде Армении. И там тоже понятно, из-за чего это произошло, я могу догадываться, в связи с тем, что значит, Пашинян все-таки не креатура Кремля изначально, вот, и политика в отношении Кочаряна, которую проводит Пашинян, вот, и то, что отдельные вот эти вот правоохранители вот таким образом поспособствовали Пашиняну, и Кочаряна несколько раз уже закрывали, отпускали, потом закрывали, а Пашинян друг, соответственно, Путина. Ну, в большой политике все достаточно просто. Вот. И в этой связи понятно, что, видимо, Кремль дал некий посыл. Ну, вот тем игрокам, которые постоянно поддерживали, вот, скажем, то есть не поддерживали, допустим, Азербайджан вот в этом вопросе, а теперь давайте пусть поддержит. Я думаю, что это не то, чтобы там МИД Кыргызстана раз и вдруг решил вот так вот выстроить новые мостики с Азербайджаном. Скорее всего, это связано с конъюнктурой, вот, и с изменением позиции Кремля по отношению к Армении. Но это тоже вещи конъюнктурные. Ну, это тоже не принципиальное, наверное, изменение, а вот некоторые тактические что-то. Тактически. Но оно опять-таки, вот опытные люди в дипломатических кругах, все понимают, каким образом все это двигается. Я думаю, что мы заявляем о том, что у нас такая многовекторная политика, в то же время, и независимая, естественно, политика, в то же время очень много не может быть независимым. Мы небольшая страна, есть крупные игроки, вот, и некоторые крупные игроки, в частности Кремль, он, в общем-то, диктует в определенных случаях свою, значит, волю. Ну, к примеру, вот эти две, значит, ноты МИДа после аннексии Крыма или присоединения Крыма в российской трактовке, да, значит, это же тоже же появилось, естественно, не то, что там Кыргызстан решил свою вот инициативу, свою позицию выразить. Вот Китай до сих пор, к примеру, никак не обозначил свою позицию. Да? Нет, вот мы должны были, значит, ноту дать. Понятно, что это нужно поддержать. было, это нужно было российской стороне, и Кыргызстан, значит, резко поддержал. Аж две ноты было. Вот, поэтому, конечно, во внешней политике у нас, те, кто более-менее анализирует, у нас все-таки очень сильное влияние России на нашу внешнюю политику. Вот с Китаем, допустим, у нас заметно охладили отношения. Хотя на официальном уровне все нормально, там визиты продолжаются. У нас в прошлом году саммит ШОС был, председательствовал Кыргызстан в ШОСе. Вот группа политологов, я в том числе, мы писали, значит, в аппарат президента еще весной, когда еще было время, о том, чтобы Кыргызстан, пользуясь тем, что он председатель ШОС был, ну, выдвинуть инициативу. Это нормально считается, когда страна, государство, председатель, оно предлагает какую-то инициативу, обычно это поддерживается. Вот когда-то мы, Кыргызстан, когда председательствовали в ШОС, мы предложили там создать региональный антитеррористический центр. Да. Да? Но, правда, он ушел в Ташкент. Мы предлагали здесь. Мы здесь же то же самое мы предлагали, опять-таки, вернуться к тому вопросу, создать межпарламентскую ассамблею ШОС. Межпарламентская ассамблея ШОС, потому что мы, как страна ШОС, наверное, являемся одним из лидеров парламентаризма вот, в рамках региона ШОС, со штаб-квартирой в Чолпоноте на Иссыкуле. Здесь много зайцев сразу можно было убить. Во-первых, мы могли показать свою такую активную роль, как активного игрока в ШОСе. Во-вторых, нам есть действительно чем поделиться, у нас богатый опыт парламентаризма. В-третьих, Иссыкуль, если бы там открылась бы штаб-квартира ШОС, штаб-квартира межпарламентской ассамблеи. Ну вот по аналогу есть межпарламентская ассамблея там, Совета Европы, межпарламентская ассамблея СНГ, есть тюркские государства, межпарламентская ассамблея. Вот ШОС прям напрашивается. И если бы это было бы поддержано, то есть если бы это хотя бы было бы выдвинуто, озвучено с нашей стороны на саммите, это наверняка получило поддержку со стороны главных партнеров по ШОС.
и Китайской Народной Республики, мы бы там сейчас уже имели бы несколько крупных таких ресортов. Вот. Кстати говоря, и саммиты ШОС можно было тоже там проводить, да, чтобы не напрягать Бишкек. Вот, пожалуйста, сразу там приземляйтесь, международный аэропорт, использовать эту площадку для продвижения интересов, национальных интересов Кыргызстана. Но, к сожалению, отдел внешней политики МИД, значит, проигнорировал полностью это. Это даже не было даже в кулуарах озвучено. Но понятно, что некоторым странам, может, это не интересно. Вот. А если это было бы интересно России, я думаю, что это было бы озвучено, к примеру. Да? Вот. Да много разных инициатив, которые предлагались, МИД достаточно пассивен. Вот в рамках, значит, инициативы «Один пояс, один путь», да? Значит, там есть фонды, они выделены, они большие уже активно, фонды. Да, 7 триллионов долларов, которые Китай непосредственно туда вкачал. Там, значит, принцип обращения с проектом со стороны государства. Приоритет имеют те, которые на пути шелкового, на исторической, в зоне исторического шелкового пути, Кыргызстан там как раз и находились, эти страны, да, вот они могут получать вот эти вот средства для того, чтобы развивать инфраструктуру и так далее. Проекты нужны. Вот Таджикистан где-то около 80 проектов закинул, часть из них уже начала реализовываться. Насколько я знаю, Казахстан чуть больше сотни проектов. Узбекистан 500 и больше проектов закидал. Кыргызстан вот. Ноль. Насколько я знаю, ни одного серьезного проекта вот, в рамках этого шелкового пути. Я не беру те проекты, которые начались давно, там, Кемин-Датка, там, допустим, вот эти дороги, которые до этого строились. Это все уже история. Я имею в виду вот в рамках сейчас инициативы, да, в рамках вот, того, что активно осваивают наши соседи. И Туркменистан тоже активно с Китаем сотрудничает. Очень непонятная позиция была по газопроводу потенциальному, который должен был проходить транзитом через Кыргызстан. Даже соглашение было одобрено во времена небезызвестного, значит, всемогущего в то время Сапара Исакова, который сам держал под контролем этот проект вот, по газопроводу. Как они договаривались? В общем-то, договорились на условиях невыгодных для Кыргызстана. А там можно было махом решить очень много проблем. Там за транзит, значит, полагалась достаточно приличная сумма со стороны Китая. Значит, и китайцы были готовы вперед заплатить. Вот этим можно было там часть долга китайцам вообще полностью убрать, к примеру. Если там, допустим, Узбекистан через себя, когда вот эту часть газопровода договариваясь, они настояли на том, что они обеспечивают безопасность этого газопровода, да, там же газораспределительные станции, то есть для себя отбирать, да, то у нас газораспределительной станции по проекту нету. Не было. Не было, да, хотя можно было на этом настоять, да. Мы отказались давать гарантии безопасности, поэтому китайцы и сказали, говорят, слушайте, вот этот участок, а кто будет гарантировать безопасность этой вот транзитной трубы? Если не вы, то, значит, мы должны каким-то образом. Вот, то есть мы не сподобились на то, чтобы дать гарантии правительственной безопасности этого провода. В общем, очень много вопросов, где МИД занимал очень странную позицию. Ну, китайский, конечно, вопрос был приоритетным, потому что это бизнес, деньги. Вот 6-7 лет назад наш МИД вместо того, чтобы решать вопросы с Таджикистаном, когда пограничные вопросы, когда Таджикистан действительно зависел от нас, потому что с Узбекистаном, блокады, да? Да, с Узбекистаном была блокада, очень плохие отношения. Фактически это дорога жизни через юг Кыргызстана. Это контрабанда, там процветала нефти, не нефти, а нефтепродуктов, продуктов питания, вообще всего то, что... И Китай, китайских товаров в том числе. И вместо того, чтобы воспользоваться этой ситуацией и продвинуть свои национальные интересы, поставить точку вот пограничных вопросов, на это внимание наш МИД не обращал. Он был занят
окучивания китайских кредитов. Но чем закончилась модернизация ТЭЦ, мы все прекрасно знаем. Меня что больше всего удивляет, то, что один из главных, значит, тех людей в той цепочке преступной, да, она сейчас осуждена, да, организатор за коррупцию в связи с модернизацией ТЭЦ, тоже Сапар Исаков сидит, так, исполнитель Абдуллаев, который министр иностранных дел, да, который, соответственно, лоббировал, подписывал это соглашение, да, он проходит свидетелем, сейчас послом в Германии. Странно. Уже утвержден? Нет, он утвержден. Но в юриспруденции не золотое правило. Все должны быть привлечены к ответственности. Исполнители в первую очередь. Как правило, организатор избегает ответственности, а исполнители обязательно сидят. Вот. А в данном случае у нас уникально. Организатор сидит, а исполнители, значит, уезжают послами. А вот один из опытных дипломатов, ну, мы видели же все разбор полетов Джору Кенеш, как это происходило, да? Аскар Бишимов, замминистра, который как раз-таки принципиально отказался подписывать вот это вот соглашение по TBA, да? Они его взяли, сослали на преподавательскую должность в дипломатическую академию. Разве так можно раскидываться опытными кадрами? Тем более принципиально. Его, наоборот, должны были повысить. Я думаю, его нужно было ставить, к примеру, министром иностранных дел. Нет, его туда сослали преподавать. Значит, значит, в МИДе остались ребята без достаточного опыта работы, без достаточного, значит, опыта, ну, квалификации. Вот недавно небезызвестный, значит, турецкий посол Нахал приходил, ну, недавно это было в марте, в конце марта, приходил, значит, там устроил разнос, там опять начал оскорблять там всех. Опять? Он до того тоже? А он до того к замминистру ходил, и замминистру вообще папку с документами в центре ему швырнул, сказал, не мой уровень, я хочу встречи с министром, и тоже оскорбил того замминистра, но они уже привыкли. Там вообще его в МИДе пытаются вот всеми путями как-то вот избегать. Но нельзя здесь избегать. Можно этого турецкого посла надо было поставить по дипломатическим законам. Ну, просто они, наверное, либо не знают, либо духу не хватает. А так позволяет и вытирать, так сказать, об себя, значит, турецким сапогом, образно говоря, да. На хорошем английском языке там все прекрасно знают, хотят, пусть со мной судятся. Я вот недавно задал опять вопросы неудобно. Что это значит? Что-то подтверждено, что-то не подтверждено. Ладно, бог с ним. Просто... Насчет этого оскорбления, да? Да, просто того же посла можно было, значит, по имеющимся вот практикам, да, в свое время, кстати, одного тоже очень взорвавшегося посла, великая держава, да, тоже в свое время очень аккуратно на место поставили. Значит, есть прецеденты. И здесь тоже можно было там взять его там технично, выключить из списка вот этих вот лист этих вот оповещений, там информации, да, например, да, то есть потихонечку дать понять. Намек. Дипломатически, да. Придет время, там они же все номера, аккредитацию проходят, дипломатические номера вот на машинах, да, там тоже отодвинуть, не приглашать нам на какие-то определенные мероприятия, когда все приглашают. Там очень много дипломатических методов. Это искусство. Не зря же говорили, что дипломатия – это искусство внешней политики. Вот. Но этим искусством у нас владеют. Есть у нас чрезвычайно полномочные послы в возрасте. Вот такие должны работать, которым нахал какой-нибудь с другой даже страны, даже той, которой мы должны, кстати, должны Турции, там, по-моему, около 80 миллионов долларов. Это не дает основания позволять качать и топтать наше, ну, скажем так, достоинство. Вот, бывший министр Аскар Айтматов подавал в суд. И довольно там начало было достаточно таким вроде бы нормальным, а потом в конце концов отказали в иске. Ну, дело в том, что в мировой практике таких прецедентов нету.
Обычно все решается по дипломатическим каналам. Если человек, значит, имеется представитель, да, но уже переходит различные рамки, то там есть процедура, так называемая ПНГ, да, персона нон грата. Хотя я считаю, что турецкий посол со своими этими выходками, оскорблениями, которые эпизодически, поиском врагов, значит, здесь у нас в Кыргызстане. Террористов, оскорблением там муфтия на ифтаре, непонятная поездка с заявлениями там во время массовых беспорядков в Уроке и так далее. Все это уже достаточно для того, чтобы его объявить персону нон грата, показать. Но на это, конечно, не пойдут, но есть, еще раз повторю, много дипломатических приемов, здесь нужна просто воля. А этой воли у руководства МИД нету, как я понимаю, да, они предпочитают, ну, проглотить и дальше, значит, изображать хорошую мину при плохой игре. А что касается вот того процесса, ну, я считаю, что здесь и суд, наверное, несколько вот в некоторой растерянности, потому что прецедентов-то нету. А по большому счету здесь, значит, гражданин Кыргызской республики подает суд против гражданина Турецкой республики, да, за действия, которые наносят ущерб его репутации, его чести, достоинству, вообще в целом имиджу. Поэтому суд, в принципе, мог создать прецедент. Но суды у нас тоже очень нерешительные, скажем так, если мягко выразиться. Вот. Насколько я знаю, инструкции не было. Насколько я знаю, да, скорее всего, потому что оно осталось, позвоночное право. Да. По звонку, значит, сверху позвонит, вот, позвоночное право срабатывает. И как мне представляется, ну, везде нужна воля. Со стороны суда воля нужна, со стороны власти нужна воля. Если не хотят, то найдут 1000 этих объяснений, что, почему это. А если захотят, будут искать способы. Столько же 1000 способов, да. И причин могли бы и назвать. Да, и этот посол, насколько я знаю, он вообще на эти судебные разбирательства не является, и плевать он хотел. Вот. Значит, в МИДе там попытались ему как бы объяснить, что, ну, как-то вы немножечко переходите границы этому послу. Мы можем даже вот пожаловаться вашему министру иностранных дел. А я подчиняюсь президенту. Все. Вы до того писали несколько, еще при бывшем министре, вот вы Абдулдаева отметили, да? Они, кстати, вот когда в парламенте обсуждение было, договор с TBEA, они в дуэтом выступали, да? Сапар Исаков и Эрлан. Это называется Абдулдаев. Лобби, это называется как раз единонаправленность умысла. Защищали коммерческого представителя при посольстве Китая, как будто это ЦК КП Китая прислала письмо, как будто бы. Но вот вы те власти, то руководство МИДа очень сильно критиковали. Несколько статей выходило, да, что вот и о коррупции в МИДе, и другое. С тех пор изменилась принципиально ситуация в МИДе? Нет, к сожалению, принципиально ситуация не менялась. Да, вот по результатам тех выступлений там проводилась проверка. Значит, они ее в Генеральной прокуратуре, ей вот это вот материалом этой проверки присвоили гриф ДСП для служебного пользования. Ну, несколько человек, они были уволены. Некоторые были уволены, но этим дело, в общем-то, и закончилось. Очень интересная история вот в департаменте консульской службы, да, там факты были озвучены, были до этого уголовные дела по этим визам, да, нарушениям. Вот. Один из сотрудников, который в СИЗО где-то около года просидел, вот, сейчас снова, значит, работает в департаменте консульской службы. Да вы что? Представляете, да. Но он оказался очень стойким, ни на кого показания, походу, не дал. И ну, сейчас вот он здесь работает. Очень многие участники тех историй, они пошли, ну, их просто передвинули. Кого-то отправили, значит, в посольство, представительство, там, ну и так далее. Понимаете?
Поэтому я считаю, что мы не дошли даже до трети тех вопросов, которые были поставлены в СМИ, в разных источниках, к сожалению. Ну, я так понял, что молодой министр предпочел, значит, просто встроиться. Не ворошить. Не ворошить, встроиться вот в то, что есть. Так что дело тех, которые организовали коррупционные схемы, это дело живет и также продолжается. Ну, разве что вот какие-то там скандалы были, но опять их же тоже не ворошат. Ну, к примеру, вот с Сопоковым, да, который бывший генконсул, там выявил, что он вот эти вот посольские деньги, значит, супруги посла или консула, дипсотрудника, значит, там, знаете, да, 30% от оклада доплачивается супругу или супруге. Соответственно, если она вместе с ним... Да, он там, соответственно, получил где-то чуть больше 30 тысяч долларов на супругу. Ну, если он 3 тысячи, условно говоря, получает долларов, то 1000 долларов сверху доплачивается из нашего с вами госбюджета. Вот интересная аналогия, да? А почему бы не доплачивать женам пограничников, вот в том же Баткене? За то, что они там, значит, несут службу, то есть помогают нести службу в трудных боевых условиях, можно сказать, да? А почему, значит, вот этим женам послов, значит, им там по 1000 евро или больше, значит, надо доплачивать? За что? За красивые глаза. Вот странно, да? Лучше бы доплачивали вот женам пограничников. Нет, этим же доплачивают. Наверное, тем, и они там воруют. И вот факт Сопокова доказали. И еще можно всех принципиально, по большому счету, всех проверить. У нас же очень много диппредставительств. И все там аккуратно списывают на своих жен. Хотя жены там не живут и не приезжают даже. Вот волю проверить по каждому, значит, этого нет. Вот только когда вскрывается, вот тогда может быть. И вот здесь интересный вопрос, опять, я как юрист задаюсь, да, когда вот по Сопокову, хотя бы по Сопокову, да, бухгалтер посольства не привлечена к ответственности, она выдавала эти деньги, значит, ВФД, этот финансовый департамент МИДИ, он, значит, выписывал эти деньги, да, директор ВФД тоже никакой ответственности не понесла, по тому же факту, открытому уже, да, статс-секретарь, который, соответственно, утверждает, потому что через статс-секретаря идут все расходы, соответственно, он утверждает, да. Сейчас статс-секретарь, значит, уехал в Женеву, насколько я знаю, директор ВФД то ли в Женеву, то ли в Бельгию, бухгалтер посольства тоже то ли в Женеву, то ли в Бельгию. Значит, очень красиво, да. Хотя по ним как минимум статья о халатности вот этим троим, да, бухгалтеру посольства, директору ВФД и статс-секретарю бывшему, да, по ним 100% халатность, потому что государству нанесен ущерб. Вот, к сожалению, вот активной, такой реальной борьбы, противодействия, лучше так выразить, коррупции в МИДе нету. Ну, есть дежурные, скажем так, вот какие-то заявления. Для них есть антикоррупционный план при Совете Безопасности, который утвержден. Но вы понимаете, что ситуация не меняется. У нас очень мало времени, 1-2 минуты буквально. Сопоков ведь замешан был еще и в убийстве, ну, на его машине ездил убитый в Стамбуле в ноябре Саймаити, Аяркин Саймаити. Как это обернулось Сопоковым? Ничего тоже? Нет, это был повод для того, чтобы... Ну, как вы понимаете, Сопоков был из команды тех, которые до были, да, то есть он был явно не в теме, а тут вот еще Самаити, он ему дал, это его личный Range Rover, который он взял здесь, купил в Кыргызстане, и, соответственно, ему дали дипломатический номер вот на этот Range Rover, он дал пользоваться этому Самаити. Вот и вся его, вот пока что, так сказать, вот его причастность Сопокова. Но другой вопрос о том, что, помните, как это все начали преподносить СМИ? МИД, значит, занял такую позицию. Мы изучаем, мы, значит, проверим. А чего там проверять? База данных под рукой в компьютере, да? Номер дипломатической машины есть. Подтвердить, да, это наша машина. Сразу нужно было подтвердить. Да.
Нет, это обычная тактика МИДа, вот как ситуация с непальским нашим почетным консулом, который по спекуляции попался, да, его, кстати, снова закрыли. Опять эта ситуация, да, мы будем изучать, мы будем принимать меры. Надо принимать меры, накажите себя, товарищ министр. Это вы назначили этого непальца, из-за которого в нашей стране нанесен очень серьезный ущерб нашему имиджу, потому что из-за этого непальца МИД Непала лишил аккредитации всех почетных консулов всех стран, которые в Непале, из-за вот этого вопиющего случая. Кто, значит, ходатайство подписывал? Посол в Индии, он покрывает Бангладеш, да? Никакой ответственности. Кто назначил, приказ издал? Министр иностранных дел. Никакой ответственности. Зато, как и по стамбульскому варианту, как и по другим, МИД всегда говорит, мы изучаем ситуацию, мы, соответственно, дадим информацию. Все это рассчитано на то, чтобы заволокитить, когда потеряется актуальность, никто об этом не вспомнит. А на самом деле это вот такой подход. Надо быть честным, надо взять на себя ответственность, принести извинения, если на то пошло, значит, свою некачественную работу. А если говорить про министра, да, он очень многим нравится. Молодой, симпатичный человек. Значит, он красиво читает суфлером на русском языке. Мог бы, кстати говоря, на английском. Или вообще на кыргызском было бы еще лучше. Пусть переводит, там есть инфраструктура переводчиков, там в Организации Объединенных Наций. Красиво ездит, я ему дал, значит, ник, министр-путешественник. Ну, видимо, благодаря молодому возрасту имеет возможность кататься. То он там, то здесь, его в МИДе почти не бывает. Но сейчас из-за коронавируса он здесь все-таки приземлился в Кыргызстане, и, может быть, сейчас в МИДе какая-то работа пойдет. Но результатов-то нету. Вот чем может похвалиться по результатам этих поездок. Кстати, поездки за счет госбюджета, естественно. Где выхлоп, где результат, где хваленные результаты, хваленной этой экономической дипломатии. Что мы в сухом остатке имеем? Мы имеем проблему с нашими мигрантами. МИД дает заявление о том, что вот мы там организовали, значит, эвакуацию наших граждан с Таиланда. Слушайте, вы напишите, что это казахский самолет был, это казахи привезли на наших сограждан. Нет, ну, контекст такой, что МИД работает, да вы там почти палец о палец не ударили. А что касается мигрантов, которые в России, ну, сейчас там очень большая буча назревает, там даже посла повесить хотят, там посольство усиляет охрану. От кого вы хотите защищаться? Наши послы и консулы в Москве, допустим, да? От своих собственных граждан? Нет, конечно. Поэтому я считаю, что он, конечно, такой создает очень такое впечатление, но реальной работы, эффекта от уже более полуторагодовалого пребывания на этой должности нет, кроме того, что изменений в системе МИД, вот части там, борьбы с коррупцией, очищением, там, системных каких-то, к сожалению, этих изменений нет. У нас уже время. Да. Полчаса прошло. Спасибо вам большое. Это мы так раз хаотично. У нас в гостях был Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук, профессор. Мы говорили о ситуации в МИДе в Кыргызстане. Спасибо вам большое. До свидания.